Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Руслан. Мы на канале Анзор Гид по Грозному. Сегодня 11 мая 2024 года. Анзор давно планировал начать рубрику портретных интервью, и мне эта идея очень понравилась. Я вызвался выступить в качестве интервьюера. Сегодня в качестве гостя, первого респондента, выступит мой дядя, проживший интереснейшую судьбу. Ваша Абдулихал. Да, Владимир. Ваша, пожалуйста, представься. Я Абдалаев Хамид Бухадинович. Родился в 1949 году на территории Казахской ССР. Город Алга, улица Ключевской район, Заводская, 49. Это место нашего пребывания на территории Казахстана. Расскажи, пожалуйста, каким было твое детство, каким оно запомнилось тебе? Ощущал ли ты себя счастливым ребенком? Да, естественно, это вопрос обязательно в нашем разговоре. Почему? Потому что мы говорим, детство – это самое впечатляющее, основная составляющая жизни любого человека. И детство мое прошло на территории Казахской ССР, как я говорил, и впечатления детства, они были разнообразные. И мы говорим о том, что благодаря тому, что отец мой работал и был уважаемым человеком, это среди своих гражданских лиц и среди соседей, то никаких притязаний или препятствий, или еще что-либо, каких-то других знаков внимания я не ощущал. И, разумеется, там среди казахов, среди русских прошло мое детство. Это интернациональная среда, и, разумеется, она влияла положительно на формирование личности. Расскажи, пожалуйста, подробно о своем отце, о своей маме. Вот, отца звали Мухаддин, значит, о маме тоже. Какие методы воспитания они применяли в отношении тебя? Баловали, строгие ли были? Ну, наверняка справедливые были. Вот, поподробнее вот об этом. Дело в том, что мои родители, они были, мы говорим, вернее, прошли ссылку, как и все другие народы северно-кавказской национальности. И высланы они были с территории Советского района, как тогда называлось, это сейчас Шатой. Отец проживал на то время в селении Рыдыхой Шатовского района, мать проживала в селении Борзой. Это два соседних села. И после самой депортации, где-то в 1946 году, волей судьбы они познакомились. И здесь уже отец проживал на тот момент в городе Алга, а мать проживала в Новороссийском районе, где-то недалеко от нашего поселения. Там они познакомились, и волей судьбы была создана семья, и потом уже, как говорится, и мы родились. Это я 1949 года рождения, мой старший брат Саламу 1947 года рождения, и Рамзан дал Герштвальцаймасарна, почему сейчас их нет. Он был от первой матери. Мать ее звали Балула, а нашу мать звали Бекисат. Таким образом, вся эта наша семейная идиллия началась. Что сказать о родителях? Родители были замечательные. В каком плане? Уже не в том детском видении, а в плане уже взрослого осмысления. Почему? Потому что и со стороны отца
это Мухаддина, и со стороны матери Бекисат. Было ощущение спокойствия, их взаимного понимания, их доброжелательности и правильного умения воспитать детей. И взаимоотношения у них были тоже замечательные. Это я так сейчас думаю уже по прошедшему времени, думаю, что все это способствовало укреплению нашей семьи, правильному воспитанию духа интернационализма, или мы сейчас говорим современным языком толерантности. И как таковых в моей жизни и даже в детском возрасте, и в состоянии взрослого положения никаких трений с коллективом или, скажем, в школе или там, в рабочем коллективе. Эти вопросы у нас даже и не возникало. Так что все это была единая семья многонационального коллектива. Все было хорошо, и это явилось основой нашего миросоздания, или мы говорим мировоззрения. Ваша, очень интересно раскрывается наше с тобой интервью. Вот, и диалог складывается самым лучшим образом, и тема детства и родителей, я думаю, для зрителей будет очень интересно. Вот. Ну, в школе мы затронули тему депортации чеченского народа. Я напомню, что не только чеченцы были высланы, но мы поговорим о депортации нашего народа. Когда пришло к тебе осознание допущенной несправедливости в отношении твоего народа? В каком возрасте это произошло? 6 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. И появилась надежда на то, что все изменится в лучшую сторону для нашего народа. Вот это было уже какая-то часть понятия о том, что происходит изменение в народе. По происшествию некоторого времени, это 1956 год, произошли изменения в политике государства, и народы Чечни и Ингушетии были волей судьбы возвращены на свои исконно родные земли. Ваша, хотелось бы спросить, где ты пошел в первый класс? В Казахстане, либо уже в Чечено-Ингушетии? В 1957 году я пошел в школу в городе Алга. И уже проучившись 1-2 месяца, мы переехали сюда в 1957 году. И здесь обосновались в районе западного вокзала, который сейчас существует, это район окружной, или мы говорим сейчас Сайганова. И здесь продолжил я свою учебу. В то время учащимися в нашей семье были мой старший брат Саламо, я и сестра Лейла. И сразу где-то дня 3-4 прошло после нашего переезда. Отец нас устроил в 28-ю школу. Она располагалась через поле, мы так называли это место. Это площадь Южная сейчас называется. Там она находилась, там мы учились. Это была 8-летняя школа. Там я проучился 8 лет благополучно. Саламо, как более эрудированный, как более, так скажем, коммуникабельный парень, он был любимцем наших соседей, любимцем товарищей. Он был уважаемым человеком среди своих ровесников. И Лейла тоже
была там, любитель чтения, любитель русского языка. Тоже у нее, она даже была отличницей в учебном процессе. А мне приходилось в большей части заниматься ведением домашнего хозяйства. Это и огороды, и самый домашний быт. И поэтому у меня было сложновато и трудновато, потому что предметы были, их надо было учить дома, прорабатывать. Но в силу того, что семья была на то время из 5 человек состояла, и дети, и родители, то приходилось мне большей частью заниматься хозяйством. И тут я уже был послабее моего брата Саламу и Лейлы. А так он был коммуникабельным парнем, с товарищами общался, дружил. Детей было на нашей улице много, и дети разных национальностей, и армяне, и евреи, и русские, и мы. И тоже было с ними интересно в каком плане? В том плане, что пока я занимаюсь огородом или каким-либо хозяйством по уходу за коровой, там еще что-либо, они прибегают уже более свободные, с меньшей работой, прибегают и кричат: «Хома, выходи за мной, пойдем на поле, футбол играть». Хома, они меня называли сокращенно. То есть был вратарь Хомич в то время известный. Меня они, это имя мое сократили, им было удобно, наверное, и называли меня Хома. Это была моя кличка. Но, тем не менее, я находил время для самообразования, и мне было интересно узнавать все, что нас окружает, и приходилось. Да и к тому же русский язык для меня был затрудненный, потому что в Казахстане мы говорили на чеченском языке, на казахском языке, и поэтому приходилось мне работать вдогонку. Мне же было большей частью я читал книги разных авторов, разных писателей, и тем самым занимался своим самообразованием. И вот это мне тоже большей частью помогло расширить свой кругозор, расширить свое видение мира. И в этом плане, разумеется, отец способствовал, он был грамотнейший даже человек, потому что он хорошо владел русским языком, арабским языком, казахским языком, и он тоже контролировал нашу учебу. Родительница, мать наша, она тоже старалась помочь нам в этом плане. И вот это все способствовало тому, что мы углублялись в эти процессы познания. Ваша, расскажи, пожалуйста, о своих школьных годах и каков был дух советской школы? Само состояние учебы, разумеется, нас учителя готовили основательно, программа была углубленная, и те широкие процессы, которые проходили в образовательной среде, они как бы нас обогащали и подготавливали к жизни на длительное время. Вот если сейчас оценить современным взглядом, то эта школа дала мне многое. И там я о чем хочу сказать? О том, что я развивался, оккультуривался. В каком плане? В том плане, что расширял свой кругозор, самообразование уже формировало твой статус. И, разумеется, целеполагание, они уже определяли и жизненный путь. Ваша, скажи, пожалуйста, какими видами спорта ты увлекался? О футболе дворовом ты уже упомянул. Может быть, ты посещал еще какие-то спортивные секции? Спортивных секций я не посещал, потому что не было таких возможностей заниматься этим вопросом. Опять-таки, это было связано с тем, что
было большое хозяйство и многодетная семья, и все время приходилось заниматься домашними проблемами. Но у себя я дома устроил турник, занимался гантельным спортом. Больше всего меня увлекала это спортивная гимнастика, легкая атлетика. И это мы говорим, естественно, для всех или для всякого возраста детворы, это футбол. Но больше всего уже с возрастом, это с подростковым возрастом. Тут уже больше я занимался гимнастикой, легкой атлетикой. И затем была необходимость заниматься конкретно боксом, потому что бокс – это среди детворы тоже был какой-то вид самообороны или умение отстаивать себя или свои идеи. Ваша, скажи, пожалуйста, школа кончилась, ты сдал выпускные экзамены. Что было дальше? Надо полагать, тебя призвали в армию, так ли это? Я пошел, в связи с тем, что не было мне 18 лет, я поступил на работу на химзавод. Оттуда началась моя трудовая деятельность. Затем в мае месяце 1968 года я был призван в армию. И армию, это в то время она переходила на двухгодичный срок, и я был направлен в то время они назывались, мы говорим, страны Варшавского договора. Я служил в Польской Народной Республике, и был такой город был интересный, Вроцлав город, бывшая немецкая территория, и Бреслава называлась до изменения, Бреславу. Там сам город был очень интересный. Мы когда выходили на отпускные дни, нам давали там на побывку как бы, то прогуливаясь по этому городу, было интересно увидеть архитектуру, и было интересно смотреть, встречаться с местным населением, беседовать с ними, участвовать в беседе, узнавать их язык. И, разумеется, местное население доброжелательно относилось к советским войскам. Это как-никак дружба народов, интернационализм. И в то время, пересекая эти все структуры, было как-то многообразие нового, оно тебя интересовало. И занимался этим вопросом истории создания и возникновения Польши. В беседах с местным населением, там в основном в то время было развито фермерское хозяйство. С фермерами беседовал, и почему меня это все интересовало? Так как я был любознательным человеком, во-первых, и во-вторых, меня интересовало само естество. Это, мы говорим, природа, природные ландшафты, быт народов, находящихся на данной территории. И поэтому в контакт я легко вступал, и общение было с ними интересно, и это меня обогащало в том отношении, что я расширял свой кругозор и познавал мир. Это было интересно, довольно-таки интересно, да. А служба моя тоже протекала ровно, и устав я соблюдал, службу нес, мы говорим, это сейчас говорят так, верой и правдой. И поощрение много было у меня, и служба меня не отягощала, потому что я знал, что служба – это прежде всего дело защиты Родины, и это дело мужественных людей. И вот эта основа меня
поддерживала, укрепляла. И по окончании срока службы я вернулся домой, и здесь уже продолжилась уже другая гражданская жизнь, и уже возник вопрос о продолжении своей жизни, о получении специальности, образования и дальнейшего, мы говорим так, переплетения в гражданскую жизнь.